Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции предложил президенту ужесточить ограничительные меры. Президент Аслан Бжания принял народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзма. 12 августа исполнилось 13 лет со дня освобождения от грузинских формирований верхней части Кадорского ущелья. В Верховном суде республики рассмотрели кассационную жалобу по делу отсрочки отбывания наказания виновника ДТП Руслана Каджая. Эпидемиологическая обстановка в республике, наличие вакцин, когда начнет свою работу российский военный госпиталь и что делать с вышедшим из строя компьютерным томографом. Эти и другие вопросы обсуждались на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Александра Анкваб. По итогам заседания его участники предложили президенту ужесточить ограничительные меры. Все подробности в репортаже Дениса Гергия. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будпа ситуацию с COVID-19 назвал стабильно сложной. По состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 23 303 случая заболевания COVID-19, 336 летальных случаев. На сегодняшний день летальность составляет 1,4% от общего количества заболевших. В медучреждениях республики пациентов стало немного меньше, но нагрузка на систему здравоохранения страны остается колоссальной. С 11 июля по 11 августа текущего года прирост заболевших составил 18,7%. Общий прирост числа заболевших за 8 месяцев с 4 января по 11 августа составил 59,7%. На 11 августа в стационарах республики проходит лечение 270 пациентов. Также хочу отметить, что на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории организовано тестирование населения на бесплатной основе. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено 104 955 исследований методом ПЦР. Обсудив санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, Координационный штаб предложил президенту ужесточить антиковидные меры. Предлагается усилить запретительные меры в отношении свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий, не только в закрытых помещениях, но и на открытых площадках, используя для этого сборно-разборные конструкции. Кроме того, предлагается руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых служебных обязанностей без ущерба для работы производства с сохранением заработной платы. Члены Координационного штаба обсудили несчастный случай, произошедший в среду в Гудаутской ЦРБ, где из-за сбоя в электросети вышло из строя медицинское оборудование, в результате чего погиб пациент. Это происходило на глазах у медперсонала. Тут же незамедлительно начаты реанимационные мероприятия больным, которые находятся в этих палатах. К сожалению, после реанимационных мероприятий больной, который изначально находился в тяжеленном состоянии с 1957 года рождения, после реанимационных мероприятий, к сожалению, скончался. На заседании Координационного штаба обсудили и ситуацию с функционированием КТ в медицинских учреждениях страны, в частности в Гудаутской больнице. Как известно, компьютерный томограф в ковид-центре перестал работать в середине лета. Как выяснилось, аппарат восстановлению не подлежит. Как сказал премьер-министр Александр Анкваб, нужно будет изыскивать возможность приобрести новый КТ, а его стоимость не менее 60 миллионов рублей. Перспективы восстановить компьютерный томограф Гудаута нет. Этот томограф был мертвый, когда его сюда привезли. Он уже был с выработанным ресурсом. На датчиках этого томографа 19 тысяч часов. Он считается на 100% изношенным, когда там 8 тысяч часов. Мы никого не упрекаем. Вы меня спрашиваете, я обязан ответить, что и как. И трубку, которую поменяли в октябре 2020 года, эта трубка тоже была БУ 2012 года. Сам томограф 2008 года выпуска. Но покойника, извините, реанимировать невозможно в данном случае.
Надо искать деньги, находить и покупать новый. С начала года на борьбу с коронавирусом в республике было потрачено 248 миллионов рублей. Из этой суммы 78 миллионов приходится на июль и 12 дней августа. Об этом заявил на заседании штаба вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. С самого начала пандемии в борьбе с болезнью республики помогают местные предприниматели и наша зарубежная диаспора. Владимир Делба рассказал о распределении средств. 102 миллиона ушло на приобретение лекарственных препаратов и медицинского оборудования. На сумму 21 миллион приобретено 438 упаковок артелегии. Кроме того, президент Аслан Джани поручил приобрести еще 150 упаковок препарата. Деньги на эти цели выделены, подчеркнул Владимир Делба. Если в прошлом году сумма на лечение больных коронавирусом в республике составляла 700 тысяч рублей в сутки, то сейчас 2,5 миллиона рублей ежесуточно. Повторюсь, каждый день расходы растут. В среднем расходы это 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей на коронавирус. Только коронавирус, не считая другие расходы по системе здравоохранения. При этом, как известно, Министерство здравоохранения приобретает в основном медикаменты через государственную компанию. Ну, как оказалось, в этой государственной компании имеются долги, то есть кредиторская задолженность перед поставщиками за прошлые периоды. Мы с огромным уважением относимся к тому, что делала диаспора, и московская диаспора, и диаспора в Турецкой Республике в прошлом году. С огромным уважением к этому относимся. Но граждане Абхазии, члены штаба знают, граждане Абхазии должны знать. Подавляющее большинство расходов, связанных с ковидом, это наш бюджет. Это усилия местных администраций, это усилия администраторов всех уровней налогов и прочих доходов. Это абхазский бюджет. Неимоверные нагрузки, они непростые, они только увеличиваются. Сейчас в республике продолжается вакцинация. Из России в Абхазию было доставлено 5000 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». По словам премьер-министра Александра Анквав, в правительстве России есть еще одна заявка от нашей страны на получение 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. Этим вопросом занимается руководство страны. Кроме того, в республику скоро прибудет российский мобильный госпиталь, который будет размещен на территории пансионата «Айтар». Дениза Герке, Давид Авиц, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение. Как стало известно, в понедельник, 16 августа, российский мобильный госпиталь выдвигается в сторону Абхазии. Президент Абхазии Аслан Джани принял всемирно известную оперную певицу, народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзма. Глава государства поздравил оперную диву с вручением ей государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области искусства. Народ Абхазии гордится вами и радуется вашим успехам, сказал президент. Побольше бы нам таких. Это нас всех реально порадовало. Это прежде всего оценка твоего труда, твой масштабный вклад в искусство, в мировое. Мы как бы это понимаем. Побольше бы нам таких, на которых будет равняться наша и молодежь, и вообще в целом все. После встречи с президентом в интервью нашей программе Хибла Герзма сообщила, что фестиваль Хибла Герзма приглашает, который должен был пройти в Абхазии в августе, все же состоится. Его проведение намечено на осень этого года. Сегодня меня Аслан Георгиевич поздравлял с государственной премией, которую мне вручили, и мне было очень приятно, что меня пригласили и вот так очень официально поздравили. Мы говорили обо всем, мы говорили об очень трудной ситуации ковидной в Абхазии. И, как вы знаете, мы перенесли наш фестиваль, поэтому готовимся к октябрю. То есть 8 октября у нас будет сольный концерт с Екатериной Ганелиной, и мы с моим другом Евгением Яковлевичем Палантом дарим музыкальному училищу в 90-летие рояль. И у нас будет сольный концерт.
И далее с виртуозами Москвы, я надеюсь, что маэстро Спиваков тоже приедет. У нас 8 ноября будет сольный концерт с оркестром. Мы обязательно привезем нашу маленькую абхазскую балерину, которая воспитывается в Вагановке в Петербурге. Я ею очень горжусь, и я надеюсь, что у нас вот продолжение нашего 19-го фестиваля состоится, и все будет хорошо. Самое главное, чтобы все были здоровы. Все это будет в Русском драматическом театре имени Фазилия Искандера. Сейчас о планах сложно говорить. У нас отменился Метрополитен опера, Ла Скала и Ковент-Гарден. Но у нас есть работа в России, у меня есть мой театр и очень-очень много концертов, очень много проектов. А сейчас я еду в Сочи на новую волну к Игорю Яковлевичу Крутому. Там у Александра Яковлевича Розенбаума юбилей, вот мы его едем поздравлять, петь. Я хотела сказать своему народу, что я очень люблю вас, что Хибла Гешмава всегда рядом, чтобы нация Абхазии была здоровая. Это самое главное. Будьте все здоровы. Продолжаем выпуск. В августе 2008 года наряду с боевыми действиями в Южной Осетии практически одновременно шла операция по овладению верхней части Кадорского ущелья, которая на тот момент все еще находилась под юрисдикцией Грузии. Грузины, начиная с лета 2006 года, когда они под предлогом проведения военно-полицейской операции против якобы поднявшего мятеж губернатора Сванети Квициани, ввели свои подразделения в Верхний Кадор. Основательно там укрепились. Все это время абхазские вооруженные силы готовились к разгрому грузинской группировки. После событий 8 августа в Южной Осетии и появившейся информации о том, что грузинская армия планирует начать операцию по захвату территории Абхазии, было решено немедленно приступить к освобождению Верхнего Кадора. В этой операции принимали участие до 6 тысяч человек. Это были в основном штурмовые отряды. С 14 часов 30 минут 9 августа и до 9 утра 12 августа по боевым порядкам грузинских войск, обнаруженным огневым точкам, позициям артиллерии и минометов наносились сильные бомбово-штурмовые удары. В ночь с 11 на 12 августа грузины приступили к экстренной эвакуации своих войск из Кадора. При этом, чтобы спасти личный состав, они бросали все, что можно, от тяжелого вооружения до амуниции. Бежали практически налегке, оставляя преследователям автомобильную технику, личное оружие и снаряжение. Обнаружив отход противника, руководством абхазской армии утром 12 августа был отдан приказ на высадку тактических воздушных десантов и одновременное выдвижение штурмовых групп по указанным операционным направлениям. Таким образом, операция по освобождению Кадорского ущелья Абхазии завершилась полной победой абхазской армии, и данная территория была возвращена под юрисдикцию нашей страны. Уже план был, в их плане было, что войска ЕС станут, вообще россиян уберут, войска ЕС, и будет типа совместно Гехабас, план Рымана. Мы говорим о Южной Осетии, но мы же не говорим, что они планы были, мы тоже абхазцы были, Абхазия была в плане, корабли наготове были, это были, мы сломали им хребет. Вопрос не стоит, чтобы мы сделали, или абхазцы сделали, или осетины сделали. Мы выполнили ту задачу, которая была утверждена главнокомандующим. Ну, каким путем? Это мы уже военные должны были думать. Если она пошла бы по-другому, там спрос был бы с кого? С военных. Как вы это? Как вы допустили, что 5000 человек погибло? Как это? У нас народ не понял бы. Был составлен план такой и утвержден главнокомандующим Сергеем Васильевичем. Прежде чем подписать, он, знаешь, он изучил это, но он никак не мог понять, почему не 9-го я иду, наступаю, а передвигаю, потому что я не уверен был, где точки должны были упасть эти снаряды, чтобы уничтожить, и чтобы она сработала в полной силе. Вот что произошло. Можно было пойти 8-го, мы готовы были и готовились, он дал команду. Он же не сказал, не вступите сразу. Но 9-го, когда попробовали, 10-го, она результатов не дала, раненых наших, это привезли в госпиталь, и все, отказаться. Тем более у меня был опыт, что в горах действует. Это и Афганистан,
Во время войны здесь что было? Без потери мы взяли, мы все сделали. На 74-м году жизни скончался бывший мэр Красноярска, депутат Государственной Думы Российской Федерации Петр Пимашков. Соболезнования в связи с кончиной известного государственного деятеля России выразил президент Абхазии Аслан Бжаня. Возглавляя город Красноярск, Петр Иванович Пимашков сделал многое для его развития и улучшения качества жизни горожан. Став депутатом Госдумы, представляя регион на федеральном уровне, он активно участвовал в решении проблем, стоящих перед Красноярским краем. Мне посчастливилось быть лично знакомым с этим замечательным человеком. Общение с ним всегда доставляло большое удовольствие. Все, кто знал и общался с Петром Ивановичем, будут помнить его как большого профессионала, мудрого политика и отзывчивого человека, отмечается в частности в соболезновании главы государства. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и вице-премьер, министр экономики Кристина Узган осмотрели территорию в районе республиканской больницы для возможного строительства новой детской республиканской больницы в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Министров сопровождали главный санитарный врач республики Людмила Скорик, главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа и начальник управления капитального строительства Тимур Агрба. По итогам осмотра принято предварительное решение, что больница будет построена на этом месте, как только соответствующее разрешение подготовит Минздрав и СЭС. Коллектив Министерства здравоохранения выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью заслуженного врача Республики Абхазия, врача высшей категории Эммы Ивановны Таркил. В соболезновании отмечается, что Эмма Таркил была высококвалифицированным специалистом, профессионалом своего дела. Многие годы трудилась в системе здравоохранения республики и более 40 лет проработала в Гудаутской районной больнице. Жизнь Эммы Ивановны унесла новая коронавирусная инфекция 12 августа. Продолжаем репортажи о состоянии энергетической отрасли страны. Вслед за Ткварчалским ГРЭС наша съемочная группа посетила Гудаутский район, где функционируют 9 подстанций. Гугут Савардания продолжит тему. На сегодняшний день потребление электроэнергии в Гудаутском районе составляет около 32 мегаватт при норме 23. Кроме линий, которые идут из Ачквары и питают электричеством западную часть республики, свет в район поступает из 9 крупных подстанций. Однако практически все они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы находимся сейчас на территории подстанции Гудаута-Тяга, которая находится, я считаю, что в очень плохом состоянии, и не только я так считаю. Здесь оборудование в основном 70-х годов, да, то есть оно прослужило 50-60 лет, и физически, и морально, я не знаю, устарело полностью. Но из того, что мы имеем, мы пытаемся выжать все соки из него, скажем так. Подстанция Гудаута-Тяга принадлежит Абхазской железной дороге. Небольшие ремонтные работы здесь проводились очень давно. А между тем подстанция обеспечивает многие населенные пункты района. По словам Ахры Гагуля, вряд ли у АЖД есть возможность провести на подстанции капитальный ремонт. Да и состояние линии электропередачи оставляет желать лучшего. До сих пор есть места, где они держатся на деревянных опорах. Деревянные не только не те заводские, которые, а именно сделаны кустарным способом, из деревьев, там, акации. И таких очень много, в основном в селах. И мы прекрасно понимаем, что люди мучаются. После каждого ветра это все наклоняется, обрушивается. Но физически просто невозможно это все сделать быстро. Ну, поскольку нету соответствующих материалов, я имею в виду опор, линии, самое важное, проводов, как бы, да, любая смена даже опор все равно подразумевает замену линии, как бы, да, то есть проводов, а их в соответствии в наличии у нас нету, поскольку самый важный вопрос – это, естественно, финансирование. Проблемы здесь все те же, что и в других районах. Много незаконных потребителей. Это и майнинг, и трехфазные подключения, и при этом низкая собираемость платежей. На данный момент вот мы посчитали не стал лезть в дебри старых долгов. Просто за последние 3 года сколько задолжало население за потребленную электроэнергию, эта сумма получилась порядка 60 миллионов. А это здание – головной офис филиала РУП «Черноморэнерго» Гудаутского района. И оно находится в плачевном состоянии. Ремонта здесь не было долгие годы. Ситуацию усугубил пожар, который произошел несколько месяцев назад. На сегодняшний день заменена крыша здания и идет ремонт нескольких помещений. Гугут Савардания,
Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Майи Квицини рассмотрела кассационную жалобу потерпевшей стороны об отсрочке отбывания наказания осужденного Руслана Каджая на основании состояния его здоровья. Напомним, Руслан Каджая совершил ДТП, в котором погибли 4 жителей села Губ. Потерпевшая сторона выразила недоверие судебно-медицинской экспертизе, представленной стороной защиты, и привела аргументы, свидетельствующие, что обвиняемый Руслан Каджая не болен и не лечился. О том, что решил Верховный суд, расскажет Илана Ласурия. 10 лет в колонии поселения. Такой приговор в апреле этого года вынес Очимчирский районный суд в отношении Руслана Каджая, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. Авария имела место 5 ноября 2020 года на трассе Псоу-Ингор. Двигаясь по направлению в Сухум, Руслан Каджая, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2107. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водители и пассажиры автомобиля ВАЗ. Все 4 – жители села Губ. Экспертиза показала, что в момент аварии Руслан Каджая был пьян. Я понимаю, мы больную в другую страну отправляем, больного в кавычках. А кто нам дал это право? В каком документе? Уголовном кодексе, уголовно-процессуальном или какие-то нормативные акты, подзаконные акты, где написано, что нашего больного надо расконвоировать в зале суда, где его вообще не было, снять с него надзор и пишем до выздоровления и отправляем в другую страну. 31 мая этого года Очимчирский районный суд под председательством судьи Фатимы Харчилава отсрочил отбывание наказания Руслана Каджая по состоянию здоровья до полного выздоровления. По версии районного суда, решение об этом было принято на основании судебно-медицинской экспертизы, представленной стороной защиты. В ней значатся 14 различных заболеваний осужденного, среди которых такие серьезные, как гепатит С, цирроз печени и другие. Согласно экспертизе, Руслану Каджая необходимо было провести операцию за пределами Абхазии. В свою очередь, потерпевшая сторона заявила об установлении факта подлога медицинских документов. Такой документ не может врач выдать. Врач не может говорить о том, что его лечить здесь нельзя. Надо обязательно вывести в Российскую Федерацию. Это, простите, не врач решает, даже не комиссия решает. Это решает Министерство здравоохранения, лично и персонально министр. Он определяет, имеем ли такую медицинскую базу, чтобы провести такую операцию. Как говорит Сминухов, если на самом деле что здесь написано было бы у него, он 24 часа в сутки кричал бы от страшной боли. Адвокат обвиняемого Нино Корсая отметила, что ее подзащитный осознает всю тяжесть совершенного им преступления и готов понести наказание. По ее словам, она как адвокат категорически не согласна с квалификацией данного преступления. Учитывая, что моим подзащитным практически ничего не было выпито, то есть тест, который был ему проведен, показал 0,40 промилле. Для того, чтобы понимали потерпевшие, 0,40 промилле – это эквивалент 1/3 стопки водки. Чтобы было понятнее, я объясняю. Показал алкотестер. Далее, свидетель Адлиба у нас на слушании в Очимчирском районном суде утверждал, который сидел с ним за столом в районе Гал, обедал, что мой подзащитный отказался принимать алкоголь, сославшись на состояние своего здоровья, о том, что он поднимал тосты, но он не принимал, рюмка оставалась полной. По словам Нино Корсая, находившийся на протяжении 8 месяцев в ВВС МВД Республики и в следственном изоляторе Руслан Каджая неоднократно доставлялся в республиканскую больницу с острыми приступами. Он был стационирован в урологическое отделение, а также обследовался в нейрохирургии. Вот ряд документов с научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Российской Федерации города Москвы, где все эти диагнозы подтверждаются. Более того, у моего подзащитного обнаружены ряд новых заболеваний. Рассмотрение процессуальной жалобы длилось около 2 часов. После прений сторон суд удалился в совещательную комнату. В итоге суд удовлетворил жалобу потерпевшей стороны.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь статьями 338, 344, 347.2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия определила: постановление Чимчирского районного суда от 31 мая 2021 года, которым отсрочено исполнение приговора от Чимчирского районного суда от 27 апреля 2021 года в отношении Каджая Руслана Зурабовича до выздоровления, отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда. Постановление Верховного суда вступило в силу с момента его оглашения. Если в течение суток осужденный Руслан Каджай добровольно не явится для отбывания наказания, то он будет объявлен в розыск. Решение может быть обжаловано. Элана Ласурия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Накануне вечером в акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска, сообщает пресс-служба МЧС. 8 августа девушка утонула в Адлере. Морским течением ее тело вынесло в Гагру. Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу, 13 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до полудня дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.